По требованию Шумерлинского межрайонного прокурора суд обязал органы власти установить светофор, искусственные неровности и необходимые дорожные знаки около школы и детского сада. Шумерлинской межрайонной прокуратурой совместно с ГИБДД проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних, в ходе которой было выявлено отсутствие около МБО Шумерлинская СОЖ Шумерлинского района, а также МДО детский сад номер 5 города Шумерля требуемых в соответствии с государственными стандартами дорожных знаков, светофора и искусственной неровности. В целях понуждения муниципалитетов принять полный комплекс мер по организации безопасности дорожного движения и обустройству улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, и по маршруту следования детей к образовательной организации, Шумерлинский межрайонный прокурор обратился в суд с соответствующими исками. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На администрацию Шумерлинского сельского поселения, а также на администрацию города Шумерля возложена обязанность установить дорожные знаки, светофор и искусственную неровность в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Судебные решения пока не вступили в законную силу. По инициативе прокуратуры города Чебоксары руководитель подрядной организации оштрафован на 3 300 000 рублей за нарушение сроков работ по благоустройству территории в рамках национального проекта. Прокуратура города Чебоксары по публикациям, размещенным в сети интернет, провела проверку хода работ по благоустройству лесного массива Дубовая роща. Установлено, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в августе 2020 года между муниципальным бюджетным учреждением Управления ЖКХ и благоустройства города Чебоксары и обществом с ограниченной ответственностью Альянс Групп заключен контракт на выполнение работ по комплексному благоустройству лесного массива Дубовая роща, включающих в себя разработку и строительство прогулочных зон, детских площадок, зон отдыха. В соответствии с условиями контракта его стоимость составила более 85 миллионов рублей, а срок исполнения установлен не позднее 10 августа 2021 года. Однако в установленный срок контракт не был исполнен. Работа по благоустройству на момент проверки приостановлена. По данному факту прокуратура города возбудила в отношении руководителя подрядной организации дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. По результатам его рассмотрения виновному должностному лицу судом назначен штраф в размере более 3 300 000 рублей. Постановление суда в законную силу пока не вступило. После вмешательства прокуратуры в настоящее время строительные работы возобновлены и находятся в завершающей стадии. По требованию прокуратуры Яльчикского района кооператив и его руководитель оштрафованы за нарушение при трудоустройстве бывшего муниципального служащего. Прокуратура Яльчикского района проведена проверка соблюдения требований федерального закона о противодействии коррупции, согласно которой работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности муниципальной службы, в течение 2 лет после увольнения с муниципальной службы обязан в течение 10 дней сообщить о заключении трудового договора представителю нанимателя служащего по последнему месту работы. Установлено, что сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив ТАН заключил трудовой договор с бывшим муниципальным служащим. При этом обязанность по уведомлению об указанном факте не исполнил. В связи с допущенными нарушениями закона на основании постановления прокуратуры района организация и ее руководитель судом привлечены к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 и 20 тысяч рублей соответственно. В настоящее время назначенное наказание уже исполнено. Глава сельского поселения в Ядринском районе привлечен к ответственности за игнорирование обращений местного жителя. Прокуратурой Ядринского района проведена проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Установлено, что главой Большечурашевского сельского поселения в установленный законом 30-дневный срок не направлен ответ на заявление жителя о предоставлении сведений по трудовым вопросам. По данному факту в отношении главы поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами органов местного самоуправления. Постановлением суда виновное должностное лицо оштрафовано на 5 000 рублей. Судебное постановление в законную силу пока не вступило.